Ну, ночевать вторую ночь я буду здесь. Одни китайские радиостанции. Такое ощущение, что я в Китае. Доброе утро. Начало нового дня. Сегодня 10 августа. Спал. Хорошо спал. Ночью был дождь. Сейчас нет. Встаю, пью кофе, умываюсь. Кое-что подделаю. В частности, надо обклейку на стекло как-то закрепить. Ну, еду дальше уже непосредственно к Хабаровску ближе. Потому что завтра мне в квартиру надо заселяться. А послезавтра уже регистрация. Надо подготовиться, машину хотя бы помыть. Здесь я спал. Сегодня ночевка у меня была. Это меня вчера беспокоило. Рвалось постоянно. И дворники цепляют, если пользоваться вот за эту штуку. Смотрю. А делать я буду, наверное, вот там. Себе кофе на остановке. Разогреть у меня ничего не получилось и вскипятить, потому что зажигалки нет. Сам я не курю, в самолете их нельзя перевозить. А купить я что-то как-то не догадался. Поеду до ближайшего населенного пункта. Ну, тут недалеко. Куплю зажигалку и там, глядишь, что-нибудь приготовлю. А может быть, там и позавтракаю в этом населенном пункте. Посмотрим. В общем, от чего уж уходил, к тому я пришел. Опять обклеиваю кромки эти. Ну, сверху пока вот только. Зачем мне обклейщик это окошечко вырезал? Без него было, мне кажется, намного лучше. Этот населенный пункт Харольск. Здесь магазинчик, какая-то кафешка. Но в кафе я не пойду, потому что у меня деньги придут только завтра. У меня денег сейчас немного осталось. Завтра будет поступление. Так что пока я куплю зажигалку, чтобы можно было там кофе попить. Какой здесь патриотичный город. Или не город, а поселок, может быть, лагерь какой-нибудь. На каждом столбе флаги. Флаги. Российский и красный. Здесь, наверное, вот рай для рыбаков. Водоемчики с обоих сторон. Удивительные какие-то растения, вон, чуть ли не тропические. Лотосы или что это? Я не ботаник. Вот в той стороне находится озеро Ханка. Ну, практически до него, может, километра 2-3. Ну, может, побольше. То есть я его объезжаю с южной стороны, как получается. Чтобы выйти к Хабаровску. Потому что с той стороны, где я хотел объехать, там китайская граница. А загранпаспорта у меня нет. Поэтому объезжаю по российской территории. Ну а там дальше горы виднеются. Бобик мой загрязнился уже изрядно. Ну ничего, в Хабаровске помою.
Вышел на трассу сейчас, на Хабаровскую. Решил остановиться, все-таки вскипятить водички и попить кофеечку нормально, с бутербродиками. Так, немного спрятал от ветра. Выглядит мой нехитрый походный стол. Сюда я налил кипяток, который остался после разбавления кофе. Ну, кофе, естественно, вот такой вот. Он не тот, который аристократы пьют. Обычный. Вот такой вид открывается на выезде из поселка Горные Ключи. А это знаменитая река Уссури. Течет туда. Течение достаточно мощное такое у нее. Впадает в Амур в той стороне. Сказали, что съемка запрещена на мосту. Что-то про какое-то задержание мне сказали. Может быть, меня сейчас задержат. Стратегический такой мост, оказывается. Идея о посещении Дальнего Востока возникла у меня давно. Вопрос был лишь в способе передвижения и наличии времени и ресурсов. Изначально я хотел проехать туда-обратно на поезде. Но совершив безвылазное пятидневное железнодорожное путешествие с Иркутска, я понял, что это не мой вариант. А высаживаться на каждой станции – это искать жилье, потом покупать билет, снова садиться и снова сходить. И времени уймы уйдет, и недешево это, и хлопотно. Автостоп не рассматривал. Староват я для этого, и уж слишком непредсказуем сей вид странствия. Полет на авиа вообще путешествием не считаю. Это перемещение из точки А в Б при ограниченном времени. А путешествие – это буквально идти по пути. Можно ехать, но не лететь. И желательно по пути, придуманному тобой самим, а не турагентством. И тут я где-то прочитал или посмотрел, что можно купить машину с аукциона в Японии. И для меня все встало на свои места. Я начал изучать этот вопрос. Встал в таком месте. Столик. Готовлю что-нибудь китайское. Надо начинать уже потихонечку их есть, а то их у меня много. Эстакада здесь есть вот. Мало ли что-то есть с машиной посмотреть. Что-то здесь аппетитное нарисовано с лапшой. Ну, написано, естественно, прочитает только сведущий человек, китайский язык изучивший. Высыпал вот какой-то белый порошок в зеленом. Что-то красное вот такое. Что-то красивое, прям красивое. Какие-то разноцветные кубики. Лотерея, короче. Так. Остальное заливаю в термос. Горячая вода-то. Термос. Как будто с грибами. Это гриб или что это такое? Но острое. Острое.
Такая вот вилка у них складная в комплекте. Но я уж своей ложкой буду есть. Съел я вот эту штуку. Но я ожидал, что будет острее. Она такая лайтовая достаточно. И с грибами. Здесь гриб нарисован. Какие грибы уж, я не знаю. Попозже будет понятно. Но сейчас попью пока чаю. Вот, чайку заварил. До Хабаровска еще 350 километров. Но я до него сегодня не собираюсь ехать. Я где-нибудь километров за 70 остановлюсь на ночевку. А завтра въеду уже в него. Пробочка здесь образовалась такая. Стоим пока еще минут 10, наверное. Перегоны тут. Где-то здесь я встану, или вернее именно здесь я встану на ночевку. Там вон какая строительная техника. Ну пускай на трассе, ничего страшного, что на трассе, мне не мешает. Ну там красивый пейзаж. В общем, встаю. В целях безопасности поставил здесь колпачок этот оградительный. Да, в общем, и так нормально. Доброе утро. Вот время почти 8 часов сейчас. Меня начали отгораживать от основной массы проезжающих машин. Фишки расставили. То есть сейчас тут будут, похоже, ложить асфальт. Чтоб меня не закатали в асфальт, мне надо, наверное, потихонечку собираться. Ну и пора уже, да. Спал, хорошо спал. Машина мой дом. Меня даже уже вон заблокировали, чтобы я не уехал отсюда. Но ничего, мы прорвемся все равно. Отъехал я подальше от ремонта дороги. Там, конечно, красивее было. Там сопка была видна. Здесь автовоз. Ну, приготовил к завтраку все. А, тосты еще остались. Вода еще теплая в чайнике, это в термосе была. Ну, позавтракаю сейчас и двину дальше. Так и придется китайский язык изучать. Ни одной русской радиостанции я не нашел. Ну, здесь китайская граница, туда вот Транссиб идет, и дальше река Уссури и Китай. Ну, где-то, может, километров 5. Вон та сопка называется Предгорье. А там за ней, правда, какие-то горы виднеются. Ну, вам, наверное, и не видно. Я продолжаю движение в сторону Хабаровска. Сейчас я нахожусь где-то на вершине какой-то сопки, что ли. Впереди такой спуск. А там был подъем. А здесь такая уссурийская тайга. Вот так она выглядит. Хвойных деревьев что-то я здесь не вижу, но она и лиственная же бывает, тайга-то.
В общем, глушат китайцы наши радиостанции здесь. В основном ихние почему-то тут. Он. Один мат у них. Сейчас посмотрю, насколько у меня лампочка уже горит. Даже, можно сказать, мигает. Посмотрю, насколько хватит. Вот пока еще 55 километров проехал на горячей лампочке. Но это на будущее мне пригодится. На горячей лампочке я проехал почти 80 километров. 78. Будем знать. Ну что, распечатываю запас. Интересная такая канистра. Тут вот откручиваешь ее. Так. Тут переворачиваешь. Вот так. И закручиваешь. Но единственное, что туда надо еще пробочку поставить. В общем, воронка, она непосредственно в канистре встроена. Запасов бензина у меня больше нет. До заправки 28 километров. В Хабаровском хорошую такую трассу построили. Но это как и перед всеми крупными городами. Сейчас надо будет остановиться, перекусить. Ну и вообще подготовиться к въезду в Хабаровск. Забить навигатор. Хабаровск встречает меня дождем. Ну, я думаю, сейчас прояснится. Хотя туча такая нормальная здесь. Мужик заблудился. Как, говорит, в Владивосток поехать? Я говорю, туда ехать не надо, потому что там Хабаровск. То есть открыл, ну, что-то навигатор, там Google неправильно показывает. Вот я свой навигатор Яндекс открыл, и туда он. Вот он идет опять. Все никак не сообразит. У него навигатор тоже так же показывает, как у меня. Только он говорит, где развернуться. Я говорю, ну там на светофоре. Ну я прям здесь развернусь. Ну сейчас развернется как-то. Ну вроде развернулся, поехал. Сначала я на заправку заеду. Заполню запасы бензина. Потом в магазин одежды. Время у меня есть просто до 2 часов еще. Магазин одежды какой-нибудь. Курточку себе прикуплю. Потому что погода меняется здесь очень часто. Заправил почти полный бак и почти полную канистру. Поехал дальше по Хабаровску. Какое-то кафе, комплексный обед. Пообедаем. Так, и куда? Наверх? Наверх. Пойдем посмотришь. А? Ну, вот что-то такое. Я к тебе продрался. Ручеек мой. Таежный. Я сейчас нахожусь в перевале Тит.
6 утра.